Наверное, на бывшем постсоветском пространстве нет ни одного кинолюбителя, который не знал бы имени Геннадия Базарова. Будучи одним из соавторов «Кыргызского чуда», он ворвался в мир кинематографа и взорвал его своим новаторством, пробуя силы в различных жанрах. И по сей день он признается, что любит все свои картины, но дебютная лента, конечно же, всегда занимает особое место. Мне они все дороги, картины, потому что на каждую картину отрачено силы, какие-то усилия, какие-то нервы. И это плод моих раздумий, понимаете. «Материнское поле» для меня дорог, потому что это мой первый фильм. И причем это было неожиданно, его предложил сам Айтматов. Я закончил только институт, прилетел из Москвы, и Айтматов мне предложил на диплом. Мне дипломную работу надо было снимать. Айтматов мне предложил: Гена, давай «Материнское поле» сними. Вот это было для меня неожиданно. Великий писатель вдруг мне предлагает такую сложную повесть. А потом повесть это было общеизвестно тогда в Советском Союзе. «Материнское поле» ставили во многих театрах Союза. Общеизвестно уже было. И я думал, как я сниму фильм, я оправдаю доверие, посмотрят, скажут, что этот пацан наснимал, там, и так далее. Единственное, что Носторякович сказал, я единственное прошу тебя, вот в роли матери сними Бакин Кадыкиевну. Мама, не надо! Мама! Мой мальчик! Сыночек! Остановись! «Материнское поле» принесло исполнительнице главной роли Бакин Кадыкиевой звание народной артистки СССР, а 25-летнему режиссеру – признание коллег по цеху, но одновременно с этим и новые вызовы. Геннадий Базаров берется за съемки историко-приключенческого фильма «Засада», который стал одним из самых кассовых кыргызских фильмов. И тем удивительнее было увидеть его следующую работу, так не похожую на предыдущие его картины – лирическую комедию «Улица». Мы снимали «Улицу» играючи. Это было в радость. В радость. И нам помогали вот Ашани, потом Наухат, это вот где родился Мурза Гапаров. Вот местные жители вот постоянно на съемке были, они помогали нам, и это было приятно. Я собрал всех патриархов, всех выдающихся актеров. И во главе с Рыскуловым они хулиганили в хорошем смысле. И автор сценария Мурза Гапаров, замечательный писатель, был с нами на съемках. И когда он увидел эту импровизацию, он сказал: пусть импровизирует Ген. После «Улицы» режиссер обращается к документальному жанру, сняв сказ об искусстве. А уже в последующих его лентах начинает прослеживаться тема, к которой он будет обращаться теперь не раз – человек и его проблемы в условиях мегаполиса, этакого большого муравейника. В «Пронзительной зенице ока» он рассказывает историю кыргызского ученого, уехавшего в Москву, а картина «Первый» раскрывает образ лидера, в одиночку пытающегося изменить мир. Это же самое пытался делать своими фильмами и Геннадий Базаров, несмотря на то, что не всегда это давалось легко, как в случае с проектом «Приют для совершеннолетних». Этот сценарий года 3 пробивал. Он назывался «Приступ». Но мне все время откладывали, все время говорили: слушайте, товарищ Базаров, что кроме алкоголиков нету темы, что ли? Снимайте, вот есть хлопкоробы, есть механизаторы, чабаны, есть другие профессии благородные. Что вы прямо на алкоголиках остановить? Я говорю, это не про алкоголиков, это про врача, нарколога. Это драма про врача-нарколога. Этот сценарий написан специально для Саатбека Джумадыловича, выдающегося актера, и так далее, и так далее. Долго я пробивал. После «Приюта» режиссер окончательно утверждается в жанре психологической драмы и, анализируя происходящее вокруг, буквально перед развалом СССР успевает создать сначала криминально-детективный заговор, а потом уже и острую социальную драму «Аномалия». Это все заставляло задуматься людей искусства. Что же нам делать? Показать жизнь такой, какая она есть, в разрухе, без идеологии и так далее.
или приукрасить. А зачем приукрашивать, когда нечем приукрашивать? Поэтому появились такие остросоциальные фильмы, которые, кстати, уже не было цензуры, которые просто смотрелись с интересом, как должное. Вот «Аномалию» я недавно смотрел, я думаю, его сейчас вот надо показать. Это как будто мы вчера сняли. Когда Союз развалился, в общем-то, мы растерялись где-то. Мы не знали дальше как быть, дальше как жить, как двигаться, куда двигаться. Союза нету, идеологии нету. Куда двигаться? Идеологии сегодня нету, по идее. Я помню, какой-то был, лет 10 назад, по-моему, там какой-то круглый стол по поводу идеологии, который до сих пор продолжается. Надо найти свою идеологию и так далее. Я помню, там много там говорили об идеологии, о обычаях, о нравах и так далее, и так далее. И я помню, я тогда сказал, ну что мы мечемся? Вот в Святом Писании сказано: не убей, не укради, помогай ближнему. В Святом Писании. Вот идеология. Вот надо следовать этой идеологии. Режиссер уверен, что искусство и сегодня должно быть таким – правдивым, актуальным, несущим элемент воспитания. Зависит, как показать. Вот недавно один депутат выступил, наверное, вы слышали, с тем, чтобы вот плохое не показывать, о плохом журналистам не писать. Это портит молодежь, подрастающее поколение и так далее. Это наивно так выступать, потому что плохое надо показывать. Вот говорят, вот ссор из избы не выносить. Ссор надо вынести избу, чтобы в избе было чисто. Надо плохое показывать, чтобы люди видели, в кого мы превращаемся, в каких манкуртов, чтобы они задались вопросом: Боже мой, люди, давайте остановимся, куда мы катимся? Куда мы катимся? Знаете? И вот в Святом Писании очень интересная фраза есть. Каждый человек должен думать о себе немножечко хуже, чем он есть на самом деле. А потом у искусства есть благородная миссия, воспитательная. Мы должны воспитывать зрителя, доводить их до нашего уровня, до уровня высокой поэзии, высокой музыки, классической музыки, профессионального кино и театра. Понимаете, чтобы они начали разбираться, что такое это мишура. Дайте мне эту классику посмотреть, понимаете, чтобы зритель мог ориентироваться. Хотя мага көчөдөн часто встречаются и говорят: ай, Гена, баягы кинолоруңар с удовольствием смотрим, давайте профессиональное кино тарткылачы. А я говорю: акча жок. Несмотря на отсутствие какой-либо поддержки, финансовой или моральной, Геннадий Базаров считает, что нельзя опускать руки. Он продолжает следить за тем, что делается в кыргызском кино, какие фильмы снимаются, при этом старается просвещать общество, выпуская авторскую программу «Альтернатива» на общественном телеканале. И сетует лишь на то, что все меньше остается тех, кому она по-настоящему нужна. Старшее поколение уходит, остались считанные единицы. Вот. А после Чонгыза Төрөкуловича вообще мы обеднели в этом отношении. Он был, как говорится, вот нашей опорой. Вот. Мы на него опирались, на него равнялись. Мы знали, что за нами стоит Чонгыз Төрөкулович, а теперь его нету. Поэтому среди молодежи я не вижу, к сожалению, вот таких заявленных будущих интеллектуалов, таких вот, которые вот интересуются и искусством, и жизнью, и будущим, которые могут размышлять об этом, спорить, оспаривать. Я не вижу, к сожалению.
Понимаете, вот. Поэтому меня это очень тревожит. Очень тревожит. Сегодня я своим внукам боюсь сказать, затрудняюсь сказать, на кого им равняться, на какого депутата равняться, на какого чиновника высокопоставленного равняться, на какого президента равняться, чтобы они үлгі шундай болула деп. Вот в чем трагедия. А кто может этот пример благородства показать? Конечно, лидер, конечно, властимущие, конечно, депутаты, которые на виду, понимаете, которые на виду. Торговец с Сочского базара, это его порыв не будет увиден. Порыв одиночки, он не в счет, понимаете. То есть это должно идти сверху? Конечно, сверху идти. Понимаете? Конечно, сверху идти. И они должны опекать духовность, опекать культуру, чтобы это проявлялось и в культуре. Культура – это их… Без духовного общества оно гибельное, это общеизвестно совершенно. Потому что духовность – это сила дрожжевая. И пренебрежение проблемами духовности сродни подписанию приговора на будущем всего нашего общества. Понимаете? Об этом нельзя забывать.